Давайте с вами более подробно поговорим об этом. Что тут такое у нас происходит? Смотрите, при слитном чтении двух слов, если у нас первое слово заканчивается на танвин, неважно на какой танвин, ан, ин, ун, а второе слово начинается с сукуна, то в этом случае нам нужно к танвину добавить кесру. Хойрун. Слово закончилось на согласную букву. Второе слово также начинается с согласной. И мы как бы не можем их объединить. Мы же не скажем хойрун х. Х. Мы же вот так не можем начать слово. Нам нужна обязательно гласная. Также мы обращаем внимание на то, что тут стоит хамзель восель. Хамзель восель — это соединительная хамза. То есть ее функция заключается в том, чтобы соединить предыдущее слово с последующим. Соединить, как вы поняли, мы не можем, если у нас обе согласные. Добавляем кесру. Хойруни биту. Получилось. Хойруни. Таким образом мы объединили. Хойруни. Теперь вернемся к самому примеру. Теперь вы можете задаться вопросом, а какое это имеет отношение к этому примеру? Там ты говорила, что второе слово должно начинаться с сукуна, а тут у нас второе слово начинается с таштида. Но нам нельзя забывать, что в каждом таштиде есть сукун. Давайте с вами раскроем его сейчас. Возьмем та с таштидом. Раскроем, напишу на русском. Транскрипция на русском выглядит вот так. Две буквы Т. Первая Т пустая. Она подразумевает под собой сукун, наличие сукуна. Вторая уже идет с огласовкой. С фатхой в данном случае. Таштид имеет сукун. Поэтому, если у нас первое слово закончилось на согласную, как я ранее говорила, шей'ан, то в данном случае то же самое. Мы добавляем сюда кесру. Тут же у нас стоит хамзель восель. А мы не можем объединить, опять-таки, согласную с согласной. Поэтому шей'ани. Мы добавляем вот эту вот кесру сюда, между ними. Вот. Не было бы хамзель восель, все было бы просто. Прочитали бы как обычно.